19 мая в Киргизию прибыл президент Финляндской республики Урха Калева Кекконен, находящийся в Советском Союзе, по приглашению Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства с официальным визитом. В столичном аэропорту Манас высокого гостя встречали первый секретарь ЦК Компартии Киргизии товарищ Усубалиев, председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР товарищ Пулатов, председатель Совета Министров Киргизской ССР товарищ Сюмбаев. Президента Финляндской Республики в аэропорту тепло приветствовали министры, председатели госкомитетов республики, представители трудящихся в столице Киргизии. Вместе с президентом прибыли сопровождающие его в поездке по стране заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Ниязбеков, посол СССР Финляндии Степанов, генеральный секретарь МИД СССР Ежов. 20 мая в Центральном комитете Компартии Киргизии состоялась встреча руководителей республики с президентом Финляндской республики Урха Калевом Кекконеном. Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии товарищ Усубалиев познакомил высокого гостя с достижениями республики в социально-экономическом развитии. В ответной речи Урха Калева Кекконен сердечно поблагодарил за гостеприимство и выразил уверенность, что дружба и сотрудничество между СССР и Финляндией будут подняты на еще более высокую ступень в интересах народов обеих стран на благо всеобщего мира. Президент Финляндии и сопровождающие его лица знакомились со столицей советского Киргизстана. Урха Калева Кекконен возложил цветы к памятнику основателю советского государства, вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. В память о посещении Киргизии президент Финляндии посадил вечно зеленую тяньшанскую ель на аллее Дружбы. Высокогорное озеро Иссык-Куль. Сюда специальным самолетом прибыл совершающий поездку по республике президент Финляндии Урха Калева Кекконен. У трапа самолета президента и сопровождающих его лиц встречали первый секретарь Иссык-Кульского обкома партии Дюшеев, председатель Иссык-Кульского облсполкома Абдраев. С 1 мая президент Финляндии Урха Калева Кекконен и сопровождающие его лица продолжили знакомство с Иссык-Кульской областью. Они посетили конный завод номер 54, центр киргизского коневодства. На местном ипподроме были показаны киргизские национальные конно-спортивные игры Кайскулмай, Тыйым-Энгмей, Одарыш, Улав-Тактыш, Атчабыш.
22 мая. Столичный аэропорт Манас. Отсюда президент Финляндии Урха Калева Кекконен отбывает в столицу Белоруссии, город Минск. На аэродроме Кекконена провожает первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Усубалиев, председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР Улатов, председатель Совета Министров Киргизской ССР Сюембаев, министры, председатели госкомитетов республики, представители трудящихся города Фрунзе. Май. На правительственной трибуне руководители Коммунистической партии Киргизии и правительства республики, партийные и советские работники. Колонны демонстрантов проходят по центральной площади, традиционному месту торжеств. Нынешний год проходит под девизом «Года ребенка». В нашей стране подрастающее поколение окружено доброй заботой и вниманием. Учение и дело Ленина живут в наших днях. КПСС твердо следует ленинским заветам. Партия существует для народа, неотделима от него, неразрывными узами связана с ним. Демонстрация трудящихся в столице республики, ее городах и селах вылилась в большой и светлый праздник, имя которому — 1 мая. С 14 по 19 мая во Фрунзе проводил свою работу международный семинар на тему «Роль Красного Креста в оказании населению первичной медико-санитарной помощи». Заместитель председателя Совета министров Киргизской ССР Бигматова передала участникам семинара приветствие председателя Совета министров СССР товарища Косыгина, пожелала участникам форума плодотворной работы. Среди гостей в президиуме первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Усубалиев, другие руководители партии и правительства республики. В семинаре принимали участие представители более 80 зарубежных национальных обществ, а также Международного комитета Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда Организации Объединенных Наций. Общество Красного Креста и Красного полумесяца СССР насчитывает сегодня свыше 100 миллионов членов.
Совместно с органами здравоохранения оно активно участвует в профилактической, оздоровительной и санитарно-просветительной работах среди населения, ведет большую работу во имя мира и укрепления дружбы между народами. Участники международного семинара побывали в ряде районов республики, на промышленных предприятиях и в учебных заведениях города Фрунзе. В колхозах, совхозах, на заводах и фабриках, в лечебных учреждениях, в детских садах, школах и вузах. Гости изучали формы работы первичных организаций Общества Красного Креста. Проведение международного форума во Фрунзе – свидетельство огромных достижений Советского Союза и, в частности, Киргизской ССР в улучшении социально-экономических и культурных условий жизни народа в деле охраны здоровья трудящихся. С каждым днем меняется, хорошеет облик столицы Киргизии. Город Фрунзе продолжает строиться. На повестке дня возведение высотных домов в центре города. Группу специалистов по разработке детальной планировки центра возглавил известный в стране градостроитель, профессор Московского архитектурного института Улас. В обсуждении проекта принял участие председатель Совета министров Киргизской ССР товарищ Ибраимов. Центр города определен. Здесь будет построено большое количество административных и культурно-бытовых зданий, научно-технической и сельскохозяйственной библиотеки, университетский городок, дом связи, железнодорожный вокзал и другие объекты. Город Рыбачий. Здесь состоялось открытие филиала Киргизского государственного ордена Трудового Красного Знамени Академического театра драмы. Министр культуры Киргизской ССР товарищ Кундучалова выразила доброе напутствие содружеству трудящихся города и творческого коллектива театра столицы. Очаги культуры несут в массы слово партии, воспитывают в людях любовь к литературе, приобщают к таинству искусства. Народная артистка СССР Бакенка Декеева рассказала о репертуарной программе, поделилась планами филиала театра на будущее. В заключении торжества был показан спектакль. В столичном кинотеатре «Россия» состоялась премьера художественного фильма «Ранние журавли». Фильм создан по одноименной повести героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственных премий СССР и Киргизской ССР, народного писателя Киргизии Чингиза Айтматова. Постановка «Ранних журавлей» осуществлена в творческом содружестве Ленинградской и Киргизской студий художественных фильмов. Картина представляет собой героико-романтическую балладу о судьбе мальчика Султанмурата и его друзей, чье становление как личности происходило в суровые годы войны. Поставил фильм лауреат Государственной премии СССР, кинорежиссер Болотбек Шамшиев.
Большое впечатление на президента Финляндской республики произвела поездка в город Чолпон-Ату. На местном ипподроме в честь гостей состоялось большое конно-спортивное представление. Знаменитые киргизские скакуны, питомцы конезавода номер 54. Они не раз завоевывали почетные призы на крупнейших международных соревнованиях. Киргизская национальная игра «Кыс-Кулмай» «Догони девушку» нравится всем, кто приезжает в Киргизию и проявляет интерес к традициям народа. В борьбе на лошадях у Одарыши ярче всего проявляется характер народа, его темперамент. Размеренный бег иноходца красив по-своему. Хороший иноходец для киргиза – предмет особой гордости. Конец мая на Иссык-Куле – пора цветения фруктовых садов. Для северян зрелище необычное. Гостеприимные хозяева побережья высокогорного Киргизского моря оказали теплый прием представителям Финляндии. Особенно приятной для гостей была прогулка по озеру. Здесь они воочию убедились в том, какие большие возможности для здорового отдыха предоставлены нашим трудящимся Советской Конституцией. Популярная всесоюзная здравница и ее живописные берега вызвали у гостей подлинное восхищение.
На 4-й день пребывания в Киргизии президент Финляндской республики Урхо Калева Кекконен и сопровождающие его официальные лица вернулись во Фрунзе. В тот же день гости отбыли в аэропорт Манас. Вместе со всем советским народом мы высоко оцениваем заслуги финляндского президента, активно выступающего в пользу укрепления мира и безопасности, за дальнейшее развитие международной разрядки и выражаем надежду на еще более высокую ступень дружбы между советским и финляндским народами. Урхо Калева Кекконен выражает свою благодарность за предоставленную ему возможность всестороннего знакомства с культурой и бытом народа советского Киргизстана. Серебристый воздушный лайнер Ил-62 взял курс на столицу Советской Белоруссии, город Минск. Ключевой проблемой партийного руководства сельским хозяйством была и остается работа с кадрами. Нас особо беспокоит вопрос о руководителях среднего звена, управляющих отделениями, бригадами, заведующих фермами. Леонид Ильич Брежнев. Еще недавно колхоз имени Карла Маркса из Сыхульского района считался отстающим хозяйством. Но после известного постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по стимулированию перехода специалистов сельского хозяйства на работу руководителями внутрихозяйственных подразделений, многие специалисты в колхозе стали бригадирами, заведующими фермами. А правление возглавил опытный специалист, зоотехник Шукур Умурзаков. Несомненно, в современных условиях успешно возглавить бригаду или ферму может только специалист, хорошо знающий технологии и экономики производства. Успехи колхоза мы по праву связываем с кадрами среднего звена. Правление колхоза и партийная организация проводят большую работу по сплочению коллектива, созданию в нем здоровой морально-политической атмосферы. Квалифицированные руководители среднего звена требовательны к себе и подчиненным, постоянно опираются на опыт и знания людей, заботятся о нуждах колхозников. Вот почему у нас в колхозе хорошо подготовленными работникам укреплены все производственные подразделения. Тому пример зоотехник бригады Ахматов Авышай, зоотехник Песизовской фермы Намазов Эркинбек, бригадир комплексной бригады Бейшевек Юбкадин, специалисты с сельскохозяйственным высшим образованием. Успех в овцеводстве специалисты объясняют не только тем, что сюда пришли квалифицированные кадры, но и научно обоснованным
подходом к выпасу отар и их распределению. Многие из них объединены в отдельные городки. Одну из ферм возглавляет потомственный овцевод-зоотехник Абышай Ахматов. Абышай хорошо знает повадки животных, передает свой опыт и знания чебанам. Он с детства от отца усвоил золотое правило: умеешь сам, научи другого, поделись с людьми тем, что знаешь. Ben 1957 yıldan beri mal çarvasında zooteknik olup işlep kele jatamın. İstеген işimde tak atkarga hareketlenip işleymin. Работаю зоотехником с 1957 года. Работа, конечно, хлопотная, но я стараюсь четко выполнять свои обязанности. В 1979 году наша третья ферма получила от каждой сотни овцематок по 100 с лишним ягнят, по 3 килограмма 200 граммов шерсти от каждой овцы, и вышла на первое место в колхозе. Специалисты среднего звена проводят большую политико-воспитательную работу. Зная культурно-бытовые потребности колхозников, стараются помочь им, и это, несомненно, сказывается на результатах их труда. И правильно, когда районное руководство, правление колхоза уделяет большое внимание деятельности специалистов среднего звена. Если овцеводство в колхозе имени Карла Маркса исконная отрасль животноводства, то утководством по инициативе специалистов начали заниматься только в 10-й пятилетке. Возглавил новый цех в колхозе зоотехник Эркин Намазов. Быстро поняли здесь вкус этой скороспелой отрасли птицеводства. 50-52 дня и мясо готово. Сегодня даже поговаривают в колхозе: утка овцу бережет. Подсчитайте, сколько сдает утиного мяса государству один колхоз, если он отправляет почти 530 тысяч уток в год. Мы запланировали в этом году получить 750 тысяч яиц с одновременным инкубированием их на своем колхозном инкубаторе. Всего мы должны проинкубировать 525 тысяч утят. Из них 60 тысяч утят мы должны откормить и сдать на мясо. Или же наш колхоз в этом году получает от реализации суточных цыплят и сдачи их на мясо 300 тысяч рублей чистой прибыли. Важную роль в подъеме экономики нашего хозяйства играют специалисты среднего звена, потому что они имеют самый тесный контакт с колхозниками. Поэтому важную роль играет их квалификация, знания, свое дело в совершенстве. Жолдоштор, КПСС БКнын жыл ноябрь пландарын турмушка ашыруда Творчески, сознанием дела трудятся специалисты и руководители колхоза. Работают коллективно, а отвечают за результаты труда на доверенном участке персонально. Сегодня на заседании парткома члены парткома и секретарь Аскер Джакшилыков подводят итоги проделанной работы. Специалист на своем участке в колхозе – полноправный хозяин. Он сам принимает решения, сам за него и отвечает. Если же ошибается, его поправит председатель, главный специалист отрасли, его заслушают и подскажут на заседании правления или парткома, как надо поступать в каждом конкретном случае. О специалисте и его работе в колхозе проявляется большая забота. Интересуется тем, как живешь, что читаешь, где учишься. Всем специалистам создают хорошие квартирные условия. Вот, к примеру, дом Баема Бейшибекова. Он выпускник сельскохозяйственного института. После работы ему есть где отдохнуть, пополнить знания. А здесь живет Султангазы Токтусунов, опытный механизатор. В отдельные месяцы он получает не менее 300 рублей. И жена работает в колхозе. Дома у них порядок. Ведут небольшое домашнее хозяйство, держат корову, овец, птицу, обрабатывают приусадебный участок. Но все это не мешает хорошо трудиться в колхозе. Здесь каждый живет и работает по принципу «я колхозу, колхоз мне». Чем богаче колхоз, тем зажиточнее колхозники, тем интереснее работать в нем специалистам.
мы встретились с первым секретарем Иссык-Кульского райкома партии товарищем Алиевым и попросили рассказать, какую роль играют специалисты среднего звена в подъеме экономики сельского хозяйства всего района. После выхода в свет постановления ЦК КПСС о работе Ростовского обкома по укреплению сельскохозяйственного кадром средних звена, механизаторов и других массовых профессий, мы это постановление обсудили на бюро районного комитета партии и приняли соответствующие мероприятия и план. Кадров средних звена, вернее управляющих ферм и бригадиров комплекс бригад колхозов, совхозов взята номенклатура бюро районного комитета партии, что повысили их авторитет и ответили за порученный участок работы. В 1979 году направлено колхоз-совхозу более 20 специалистов с высшим образованием на работу управляющих и бригадиров комплексных бригад. И в это же время направлено на переподготовки 137 специалистов. Что характерно, после принятия соответствующих мер, особенно колхоза Карла Маркса, резко изменился, вернее, улучшился экономический показатель этого хозяйства. Мы этот план мероприятия будем продолжать до конца. В конце мая текущего года по приглашению Верховного Совета СССР и Советского правительства нашу страну посетил президент Финляндской Республики Урха Калева Кеккоnen. Высокий гость изъявил желание побывать в нашем горном крае. У трапа самолета Урха Калева Кекконена встречали первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии товарищ Усубалиев, председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР товарищ Кулатов, председатель Совета министров Республики товарищ Сюембаев, министр иностранных дел Киргизии товарищ Бигматова. На встречу с Урха Калева Кекконеном в аэропорт прибыли министры, председатели госкомитетов республики, представители общественности. Столица четырежды орденоносного Киргизстана. На всем пути следования фрунзенцы тепло приветствовали президента Финляндской Республики.
возложение венков к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. С именем вождя международного пролетариата, подписавшего в декабре 1917 года декрет о признании независимости Финляндии, связано зарождение дружбы и доверия между советским и финляндским народами. Знакомясь с киргизской столицей, Урхо Калева Кекконен посетил Киргизский государственный ордена Ленина, Академический театр оперы и балета. В центральной ложе вместе с президентом Финляндии находились и руководители нашей республики. В честь высокого гостя был дан большой концерт мастеров искусств Киргизстана. В здании Центрального комитета Компартии Киргизии. Здесь состоялась встреча руководителей республики с президентом Финляндии Урхо Калева Кекконеном. Руководители республики ознакомили президента Финляндии с достижениями Киргизской ССР в едином хозяйственном комплексе страны. Урхо Кекконен высоко оценил подписание в Москве долгосрочной программы развития и углубления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между СССР и Финляндской республикой. Столичная аллея дружбы. Здесь высажено уже немало тяньшанских елей, напоминающих о пребывании в республике высокопоставленных лиц. Сегодня к ним прибавится еще одна вечнозеленая красавица. Она будет символизировать наши симпатии к финляндскому народу, который представлял на киргизской земле глава дружественного государства. В тот же день Урхо Калева Кекконен совершил поездку на выставку достижений народного хозяйства Киргизской ССР. Вместе с президентом Финляндии выставку посетили руководители республики, сопровождающие Кекконена в поездке по советской стране официальные лица. Гости побывали во всех основных павильонах выставки. После посещения выставки президент Финляндской республики сказал: «Для нас, финнов, Киргизия была раньше далеким и малоизвестным краем. Сегодня мы узнали, что Киргизия производит машины и приборы, которые идут на экспорт. В республике, где первые книги на родном языке появились лишь немногим более полувека назад, произошли поистине разительные перемены, вызывающие чувство восхищения. Теперь ваш народ может с гордостью демонстрировать перед всем миром огромные достижения во всех сферах жизни». Действительно, Киргизии есть чем гордиться. Есть что показать представителям дружественных государств. Есть о чем рапортовать партии славный год 60-летия Великого Октября.
9 октября во Фрунзе прибыл кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Василий Васильевич Кузнецов. Товарища Кузнецова в аэропорту Манас встречали первый секретарь ЦК Компартии Киргизии товарищ Юсубалиев, председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР товарищ Кошоев, председатель Совета Министров Киргизской ССР товарищ Дюйшеев, второй секретарь ЦК Компартии Киргизии товарищ Макаренко, члены и кандидаты в члены Бюро ЦК Компартии Киргизии, члены Президиума Верховного Совета и Совета Министров Киргизской ССР, представители трудящихся города Фрунзе. На следующий день первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР товарищ Кузнецов возложил цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. Товарищ Кузнецов и сопровождающие его руководители Компартии Киргизии и правительства республики возложили венок к обелиску героев, павших в борьбе за установление в Киргизии советской власти. Аллея дружбы народов. Тепло встреченный собравшимися, товарищ Кузнецов посадил на почетной аллее гостей тяньшанскую ель. Это монументальное здание возведено над старым пешпекским домиком, где родился и провел детские годы верный соратник Владимира Ильича Ленина Михаил Васильевич Фрунзе. В память о посещении мемориального дома-музея товарищ Кузнецов оставил здесь запись в книге почетных посетителей. Товарищ Кузнецов и сопровождающие его руководители партии и правительства республики посетили одно из крупнейших предприятий Средней Азии – комвольно-суконный комбинат. Сердечной была встреча товарища Кузнецова с депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, делегатом 26-го съезда КПСС, предельщицей Турсунбюбю Нурманбетовой. О трудовых успехах своих товарищей рассказала ткачиха Анапия Бакырдинова, депутат Верховного Совета Союза СССР. Василий Васильевич Кузнецов, руководители партии и правительства, посетили выставку достижений народного хозяйства Киргизской ССР. Несметны богатства киргизских гор. Сегодня они приумножены героическим трудом советских людей, ярким олицетворением которого явилось сооружение в некогда недоступных горах Токтагульской ГЭС. От стиральных машин до сложнейшего электронного оборудования – таков диапазон промышленности горного края. Товарищ Кузнецов и сопровождающие его лица посетили один из крупнейших в столице республики продовольственных магазинов Иссык-Куль. Высокий гость подробно интересовался работой этого передового торгового заведения, высказал ряд ценных пожеланий и рекомендаций.
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР товарищ Кузнецов встретился с партийно-советским активом республики. Встречу открыл первый секретарь ЦК Компартии Киргизии товарищ Усубалиев. Председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР товарищ Кошоев проинформировал о выполнении постановления Президиума Верховного Совета СССР о работе Советов народных депутатов Киргизской ССР и Курской области РСФСР по укреплению правопорядка и усилению борьбы с правонарушениями. Тепло встреченный присутствующими выступил товарищ Кузнецов. Дорогие товарищи, я прежде всего хочу выполнить приятное поручение, передать вам приветствие от товарища Брежнева Леонида Ильича и его самые добрые пожелания Республике Киргизии всем трудящимся. Положительно оценив работу Советов народных депутатов республики, товарищ Кузнецов указал на необходимость более полного использования полномочий, которыми наделены местные органы народной власти. Иссык-Куль. В эти ясные осенние дни Киргизское море особенно красиво. В городе Чолпон-Ата высокого гостя встречали руководители Иссык-Кульской области, передовые труженики Иссык-Кульского района. Насыщенно прошла встреча с членами исполкома Иссык-Кульского районного совета народных депутатов, его постоянных комиссий, председателями сельских советов. Ознакомившись с работой советов, товарищ Кузнецов высказал ряд конкретных пожеланий и рекомендаций, связанных с улучшением деятельности органов народной власти на селе. Чон-Сарыойский сельский совет народных депутатов. Здесь товарищ Кузнецов встретился с членами его постоянных комиссий. Товарищ Кузнецов побывал в гостях у старшего чебана колхоза имени Карла Маркса товарища Джумалиева. Здесь построена типовая кошара на 600 овец, добротный чебанский дом. Высокий гость ознакомился с жизнью и бытом чебанов. Василий Васильевич Кузнецов посетил конезавод номер 54, известный своими замечательными скакунами новокиргизской породы. На Иссык-Кульском ипподроме состоялся большой конно-спортивный праздник с популярными в народе скачками и национальными играми. Быстро пролетели солнечные дни пребывания Василия Васильевича Кузнецова на киргизской земле. После посещения Иссык-Кульской области кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Василий Васильевич Кузнецов отбыл в Москву.